Белые медвежата Колымана и Ломоносов встретились 2 года назад и сразу стали главными любимцами Якутии. За отношениями парочки с удовольствием следят и дети, и взрослые, и все с нетерпением ждут, когда у них появится потомство. По традиции, в начале марта Есия навестила Колымана и Ломоносова в республиканском зоопарке Артодайду. Дома. За год, конечно, они очень повзрослели. И зима у нас нынче была чуточку теплее, чем в прошлом году. Так что прозимовали они очень хорошо, как бы. И даже набрали в весе, как видите. И сейчас у них из дружеских, нам кажется, у них уже любовные отношения идут. А в чем это проявляется? Ну, проявляется в том, что им уже по 3 года, как бы, да, и нынче у них уже игровые повадки уже намечаются. Уже мы это замечаем, как они играют. Характеры меняются? Нет. Вот что интересно, в зоопарке нет. Мы таких больших изменений не видим, потому что каждый день все равно с ними общаемся, просят кормить, во время заходят. А между собой ссорятся? Уже нету. Это когда раньше они были маленькие, они больше ссорились, да, из-за еды. А теперь, например, я вижу, вот мы закрываем, да, иногда бывает, что почистить там бассейн или вольер, вот внешний, да. И Ломоносов не дает зайти к Колымане. Угу. Зато он заносит, несет туда к ней еду, рыбу, там, сам лакает масло. Еду таскает к Колымане, чтобы Колымана не зашла, и мы не закрыли. Они такие умные у нас. Ну, еды у нас, да, хватает. Наверное, с каждым годом они все больше и больше едят. Ну да, по рациону у нас, например, 10 килограммов на килограмм, ну, веса, да? Например, им где-то сейчас по 250, если килограммов, то они в день должны кушать 25 килограммов рыбы. Рыбы у нас разнообразие очень хорошее. Киту кушают, горбушу, сельдь, чир, омуль, камбалу, ряпушку там. Больше всего они предпочитают морской омуль, да? И любят фрукты. Из фруктов они очень любят, например, яблоки. Это однозначно. Летом арбуз, дыню. Я бы очень попросила, чтобы наши посетители не кормили наших подопечных, потому что они этим травят животных. Потому что они дают чипсы. Это дается не только вот так чипсы, да, а вот с этим прямо, с пакетом, да, они все это жрут. Это после этого, сами знаете, какие же у них проблемы бывают. Однако не всем обитателям Артодайду повезло так, как Ломоносову с Колыманой. Например, уже несколько лет ждет свою вторую половинку тигрица Анечка. Впрочем, скоро и в ее жизни произойдет важное событие. В ближайшее время она справит новоселье и переедет в большой открытый вольер по соседству с медвежатами. Аня у нас девочка такая очень игривая, да? Уже она зимует у нас 3-й год. И зимует она как бы очень даже спокойно. Вот нынче, например, она вообще в свое логово не заходила, да, в ночное время. Я вот, например, утром прихожу, спрашиваю у охранников, она заходила, не заходила, нет, она не заходит. Значит, она уже привыкла к нашим условиям. Вот мы ей строим очень большой вольер. А насчет партнера, это зависит, конечно, от куратора. Это от нас не зависит. Как куратор нам найдет, то мы будем очень рады, конечно, принять нашего партнера. Даже зимой здесь можно бродить часами, посмотреть, как прыгают в вольерах белые, похожие на зефирины зайцы, поиграть на перегонки с волками и посмотреть, как играют медвежата Ломоносов и Колымана. Они любят гостей и всегда готовы поработать на публику. А весной, когда из теплых помещений в открытые вольеры выйдут водоплавающие птицы, здесь будет еще интереснее. Галина Мазалевская, Николай Необутов, Есия.